когда мы соприкасаемся с туристами, которые приезжают к нам отдыхать, они сразу говорят, что мы не хотим стандартную экскурсию, мы здесь у вас были уже там 3-4 раза, потому что я неоднократно отмечала факт того, что к нам приезжают люди, которые приезжают сюда стабильно. Или же люди, которые уже объездили весь мир, им по факту больше некуда ездить, только лишь в пределах СНГ. И, разумеется, этим людям хочется что-то интересное, они готовы за это платить деньги. И востребованность восточного направления, на мой взгляд, это не просто перспективное направление, но оно еще и будет востребовано в плане цены. Потому что туры, которые я ставлю на Восточную Абхазию, они не дешевые. Потому что я знаю, что это будет интересно, это это эксклюзивно, по той простой причине, что мы формируем маленькие группы, мы ездим к людям домой, в буйволиные фермы, мы посещаем плантации, мы устраиваем мастер-классы рисунка в мандариновых садах и прочее. И, разумеется, людям это нравится. Но одной инициативы мало. То есть здесь нужна именно финансовая поддержка. Мы сколько угодно можем на эту тему говорить, но пока не будет выделено определенное финансирование на поддержку туристических направлений, конечно, толчка не будет. Но хотелось бы отметить очень важный факт. 2 больших проекта. Это «Гостеприимная Абхазия» и, конечно же, фонд президентских грантов. Я победила в рамках фонда президентских грантов. Мой проект победил, он в том числе был по направлению развития Восточной Абхазии. У нас были презентации наших проектов. Вы не поверите, из 32 победителей 22 — это направление Восточной Абхазии. То есть, понимаете, это какое финансирование пошло в это направление. Это вновь показывает, что даже в рамках экспертной комиссии отбирались проекты по развитию Восточной Абхазии. Это и патриотические, и спортивные, и туристические, и досуговые мероприятия в рамках Восточной Абхазии.